В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Для сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве президент Рауль Хаджимба на встрече с общественностью назначил проведение референдума по вопросу доверия главе государства на 10 июля. При этом Рауль Хаджимба подчеркнул, что является противником такого голосования, которое предлагает блок оппозиционных сил и считает его вредным для государственности. Подробности в репортаже Елены Лолуа. Какое решение примет президент Рауль Хаджимба по вопросу проведения референдума о досрочных президентских выборах, который инициировал блок оппозиционных сил, не было ясно до конца встречи с общественностью. Глава государства внимательно слушал мнения выступавших, которые отмечали, что граждане имеют право на референдум, но для его проведения нужны веские основания, а таковых у оппозиции нет. Государство развивается, отмечен рост собственных доходов, идут реформы. Слова отдельных лиц, настаивающих на проведении референдума, что правительство не способно руководить страной и что нужно спасать страну от них, что правительство забросило страну в кризисную яму и не выполняет своих обещаний, не имеют под собой оснований. Считаю, что идея проведения референдума о досрочных президентских выборах не имеет под собой мотивации, и она не своевременна. Политические желания не должны идти впереди здравого смысла, сказал депутат Ахрабжани. Оппозиция, по его словам, так и не смогла привести ни одного законного основания для досрочной отставки президента. При этом депутат высказал ряд претензий к исполнительной власти. Например, указал на отсутствие командного духа в правительстве, некоторую несогласованность в работе. В то же время Бжани обратил внимание и на успехи, достигнутые руководством страны. Политические события 2014 года не были борьбой двух группировок за власть, сказала Ахрабжани. Это была реакция народа на системный кризис, поразивший государство. Пора поставить точку в псевдовопросе о легитимности действующей власти. Дать понять, что выборы 2014 года, а также все события, предшествовавшие им, не были частным случаем, борьбой одной группировки с другой за президентское кресло. Это была реакция народа на системный кризис, поразивший государство и угрожавший основам его существования. Серьезным браком в работе Центральной избирательной комиссии назвал лидер Народной партии Якуб Лакоба регистрацию инициативной группы по проведению референдума. Развернутую правовую оценку инициативы озвучил преподаватель АГУ, специалист по конституционному праву Тамас Кезба. Экспертиза была проведена преподавателями-юристами АГУ по поручению ученого совета университета. Были проанализированы все нормативно-правовые акты и статьи законов, относящиеся к данной теме. По мнению юристов, речь идет о консультативном или совещательном референдуме. В вопросе, сформулированном инициаторами проведения референдума, говорится о досрочных выборах президента Республики Абхазия. То есть речь идет о ситуации, когда конституционный срок полномочий президента 5 лет не истек. В статье 66 Конституции Республики Абхазия предусмотрены исчерпывающие основания для досрочного прекращения полномочий президента: отстранение от должности, смерть, отставка и неспособность осуществлять полномочия и обязанности президента. Лишь при наступлении какого-либо из перечисленных оснований и соблюдении законодательно прописанной процедуры можно говорить о досрочном прекращении исполнения президентом Республики Абхазия своих конституционных полномочий. В итоге юристы АГУ вынесли вердикт. В случае проведения референдума и положительного ответа на поставленный вопрос реализовать его итоги, оставаясь при этом в рамках конституционного поля, не представляется возможным. В настоящее время избранный в 2014 году президент Республики Абхазия Хаджимба продолжает исполнять свои конституционные полномочия. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия они истекают в 2019 году. Соответственно, Народное собрание в отсутствии указанных в статье 66 Конституции Республики Абхазия не может назначить досрочные выборы президента Республики Абхазия. Таким образом, даже в случае проведения референдума и положительного ответа на поставленный вопрос более половины принявших в нем участие граждан, реализовать итоги, на наш взгляд, оставаясь при этом в рамках конституционного поля, не представляется возможным.
Рауль Хаджимба охарактеризовал общественно-политическую ситуацию в стране как достаточно стабильную. В своем расширенном докладе президент рассказал, что сделано и что запланировано на будущее. «Идет процесс политического строительства», — сказал он. «Возникают новые партии и общественные объединения. Сокращается общая сумма государственного внешнего долга, оставленного в наследство. Реализуется реформа по внедрению казначейской системы исполнения бюджета. Выросли доходы и сократились убытки кредитных организаций. Возвращаются кредиты. Идет конституционная реформа. Но главный успех его команды – это возможность жить без российской финансовой помощи». Главное, что мы сделали, и это никому не удастся оспорить, доказали самим себе, что мы в состоянии самостоятельно формировать доходы бюджета и в перспективе выйти на приемлемый уровень самофинансирования. И это на фоне недопоступления российских финансовых средств, предусмотренных на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, следовательно, без планируемого мультипликативного эффекта от их использования. Это 2015 год. У оппозиции нет никаких аргументов, обосновывающих необходимость проведения досрочных выборов, сказал Рауль Хаджимба. Президент считает, что оппозиция выбрала курс на окончательный, сознательный разрыв связи сотрудничества с властью. Рауль Хаджимба обратился к депутатам с предложением дать парламентскую политико-правовую оценку вопросу, выносимому на голосование. Ни в одном из заявлений оппозиционных организаций не озвучены реальные и весомые причины, здесь о них говорилось, обосновывающие необходимость проведения референдума. Полностью отсутствует предметная аргументация по этому вопросу. Лишь высказывание о том, что якобы сложилась критическая общественно-политическая ситуация, и Хаджимба и его окружение не способны управлять государством. По словам Рауля Хаджимба, он мог бы оспорить подлинность собранных подписей, добиться отмены решения ЦИКа в судебном порядке и отказать в проведении голосования. Закон предоставляет ему такую возможность, но глава государства решил пойти по другому пути. Уважая институт референдума как форму прямой демократии, в то же время я являюсь противником такого голосования, которое предлагает оппозиция. Считаю голосование по таким вопросам вредным для нашей государственности. Несмотря на это, хочу официально заявить, что, учитывая сложность стоящих перед нашей страной задач на пути политического и социально-экономического развития, понимая необходимость консолидации всего народа Абхазии, а также ответственность как гаранта Конституции в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве, я назначаю референдум. Референдум по вопросу о досрочных выборах президента назначен на 10 июля 2016 года. Указ о его проведении президент подписал прямо в зале заседаний. Елена Лолу, Алексей Агуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии встретился с министром России по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, который находился в Абхазии с кратким рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы и содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Артур Микваби и Лев Кузнецов посетили ряд объектов социальной и энергетической инфраструктуры в Пицунде и в Сухуме. Нисфа Аршба расскажет, о каких именно объектах идет речь. Первый объект, который посетил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов – инженерные сооружения мелиоративной системы мыса Пицунда. Мелиоративная система – это комплекс устройств, поддерживающих необходимое водное, питательное, тепловое и воздушное состояние почвы. Как видно, ситуация здесь сложная. Вода вытекает прямо посреди поля, и здесь уже образовалось мини-озеро. Как только будет полный пакет документов, финансирование будет выделено, найдите только цивилизованного подрядчика, профессионала, который это умеет делать там качественно. Есть у нас гидромереолог, и все, скажу. и давайте делать. У нас там у вас там надо сделать, почистить каналы, заменить насосы, правильно, купить новые. Насосы определены, мощность их все, да? Все известно, ну, все, это, иначе все. Поэтому есть кто имеет болотные трактора, они встанут и начнут. И вы трактор хотели еще там, эскаватор. Сказали, давайте для покупайте, да, дальше поддержание. Дальнейшее поддержание. Да, дальнейшее. Все, для чего нужны мелиоративные системы? В частности,
частности, здесь, в Пицунде, они обеспечивали поддержание здорового экологического баланса и сохраняли плодоносность почв. Артур Микваби и Лев Кузнецов обсудили возможность ускорения процесса оформления всех необходимых документов для того, чтобы к ремонтно-восстановительным работам приступили как можно быстрее. Видели сегодня с вами и гидромелиоративную систему, которая не критично важна для полуострова Пицунда, и от ее работы зависят и вопросы экологии, и вопросы сохранения и развития туристической инфраструктуры, и просто качество жизни людей на этой территории. Следующий объект – детский сад. Капитальный ремонт должен завершиться к концу года. Заказчик работ – Управление капитального строительства. Выполняет все строительные работы местная подрядная организация. Что касается современности здания, то оно будет соответствовать всем высоким стандартам качества. На сегодняшний день нареканий по срокам и качеству проделанных работ нет. Тот план, та инвестпрограмма, которая есть, была вовремя реализована. Почему подчеркну, это очень важно. У нас, вы знаете, непростой бюджет в России. И несмотря на это, понимая значимость сотрудничества наших государств, статья финансирования республики остается защищенной. Но принцип простой. Если мы не будем эффективно осваивать денежные средства, тогда будет законное право поставить вопрос о перераспределении этих денежных средств туда, где они эффективно расходуются. И поэтому наша задача сделать так, чтобы те деньги, которые выделяются, максимально работали на регион. При этом строили объекты любые, вот начиная там с детского садика, да, и заканчивая этим, объекты 21 века. Мы не можем строить объекты по проектам вчерашнего дня, сегодняшнего. Мы должны строить объекты завтрашнего дня. Следующий объект – понижающая распределительная подстанция Пицунда. Здесь главу правительства и российского министра встречал глава Черноморэнерго Аслан Басария, его заместители и работники подстанции. Разговор получился обстоятельный. Было решено составить более жесткий график по таким ключевым объектам. Ячейки. До этого стояли два трансформатора 20-мегаваттные. Вот один из них он остался, он не функционирует у нас, но стоит здесь мертвым грузом. Два, да, вот в работе, оба под напряжением, 40-мегаваттные. Единственное, конечно, они у нас проблемные. То есть нет РПНов, регуляторов напряжения и так далее. Оборудование морально и физически устаревшее. Здесь даже нет выключателей, здесь стоят короткозамыкатели, отделители. По сути, это все нужно менять на более современное технологичное оборудование. Тепличный комплекс по выращиванию томатов «Ава-Игро» – яркий пример удачного государственно-частного партнерства. На 5 гектарах произрастает около 5 видов томата. Сам тепличный комплекс построен по современным голландским технологиям. Производство полностью автоматизировано. В нем задействовано около 70 сотрудников. Температура в теплице приравнена к тропической, плюс 27. Так томат лучше растет и быстрее созревает. Все вокруг предельно стерильно. Частными инвесторами тепличного комплекса стали два турецких предпринимателя – президент и вице-президент Пекан Холдинг. Генеральный директор, гражданин Абхазии Ибрагим Авецба. Часть финансирования была осуществлена за счет инвестиционной программы. Мы увидели сегодня современное предприятие, которое нас всех в смысле радует глаз. Мы понимаем, что здесь достигнут хороший уровень самого производства, управления, эффективности. Надеемся, что она будет улучшаться. Государство помогает. Практически они освобождены от налогов, кроме подоходного налога, те, кто работает. Для экономики Абхазии подобные объекты, конечно же, подспорье, уверен глава правительства. На его взгляд, таких проектов должно быть больше. Есть такая программа, о которой говорят, по импорту замещения. Мы тоже хотим в ней участвовать в работе с Российской Федерацией. Она открывает там не только возможности, но и еще дает нам возможность понять конкурентную среду того, что там есть. Она там не будет улучшаться, она там достаточно сложна, но те, кто войдет в рынок и сможет адаптироваться к нему, значит, мы будем себя хорошо чувствовать. Наши предприятия будут хорошо себя чувствовать. Есть надежда, что мы справимся с этими задачами. Что касается новой инфраструктуры, это даст хороший импульс Пицунде, уверен Артур Микваби. По его словам, эти проекты не просто восстановят инфраструктуру, но и изменят облик знаменитого курорта Абхазии. Нисфарш Бапислан Джинджолия, Абхазское телевидение.
Актуальные вопросы двусторонних абхазо-российских отношений обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. В ходе встречи, в частности, обсуждался ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. Стороны выразили уверенность в том, что все запланированные мероприятия будут реализованы в полной мере. Лев Кузнецов подчеркнул важность реконструкции таких ключевых инфраструктурных объектов, как дороги. Рауль Хаджимб отметил, что ремонт автомобильной трассы Сухума-Чемчира, проводящейся в рамках инвестиционной программы, будет завершен к намеченным срокам. Также была подчеркнута необходимость обеспечения высокого качества подготовки проектно-сметной документации для строительства объектов в рамках реализации инвестиционной программы, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Глава государства Рауль Хаджимба поздравил сограждан с Международным днем защиты детей. Этот добрый светлый праздник напоминает нам, взрослым, о том, какую ответственность мы несем за подрастающее поколение, отмечается в поздравлении президента республики. В числе наших важнейших задач сделать все возможное, чтобы наши дети имели необходимые условия для полноценного физического и духовного развития. Мы намерены приложить все усилия для решения проблем малообеспеченных семей и тех, кто особенно нуждается в помощи государства. Рауль Хаджимба пожелал всему юному поколению нашей страны исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый наш ребенок живет в атмосфере любви и гармонии, чувствуя внимание и заботу близких, говорится в поздравлении. В рамках празднования Дня защиты детей в столице прошел ряд мероприятий. Сотни ребятишек стали участниками детских праздников, а также получили призы и подарки. А воспитанники дошкольных учреждений столицы прощались с детским садом. О традиционном празднике в первый день лета расскажет Сима Аргун. Русский театр был переполнен. Нет, сегодня не премьера спектакля. Праздничный концерт ко Дню защиты детей собрал огромное количество зрителей. Зал был переполнен, но поток людей не заканчивался. В главной роли самые маленькие жители страны. И зрители в основном тоже дети. Все дошкольные учреждения столицы представили свои номера. Детки тщательно готовились к этому мероприятию. Вот он труд воспитателей и воспитанников. Дни подготовки прошли недаром. О городе, о стране, о детстве. О чем же еще можно говорить в такой день? Красочные костюмы дополнили атмосферу праздника. Дети, конечно же, этот праздника давно ждали, потому что в детском саду мы неоднократно говорили о том, что приближается этот праздник. Это их праздник, и с утра в детском саду они спрашивали, что у нас сегодня праздник, что мы выступим в городе. Это для них было, конечно же, отрадно. Пока выступают одни, другие тщательно репетируют, ведь выступать на большой сцене для детей – большая ответственность. Расскажи об этом инструменте. Это народный инструмент, на котором играли, раньше играли абхазцы. Он называется ахыма, и сегодня я буду помогать детскому саду «Улыбка» играть мелодию. Маленькая Адель сегодня прощается с детским садом. Через несколько месяцев она уже пойдет в первый класс. Впереди ее ждут новые знания и открытия. Мне понравился этот праздник. Мы выступали, пели. Я желаю всем детям здоровья. Пусть всегда они улыбаются, пускай слушаются своих родителей. В разных местах 1 июня празднуют по-разному. Дискуссиями о благополучии детей, показами различных фильмов, спортивными соревнованиями. Но Управление образования администрации города Сухум уже который год устраивает для всех детишек столицы незабываемый праздник, наполненный улыбками и смехом детей. Уже 3-й год мы проводим такое мероприятие. Мероприятие состоит так. Старшие группы, которые оставляют детские сады, итоговый концерт проводят для малышей, для маленьких других детей. И, конечно же, здесь есть полный зал и других детей, которые сегодня пришли на праздник. Первый день лета мы встречаем таким замечательным праздником. И погода не подвела. Сегодня стояла самая настоящая летняя жара. И концерт удался на славу. Это можно было заметить по довольным лицам как детей, так и их родителей. Эмоции одни. На самом деле очень интересно. Побольше, чтобы концертов, выступлений с детьми, именно наши дети, чтобы видели, развивались.
и участвовали в таких мероприятиях. Говорят, счастливое детство – это когда ребенок окружен любовью и заботой. Семья проводит свободное время вместе, а жизнь наполнена яркими событиями, такими, как этот праздник. Ведь его организаторы ежегодно дарят ребятишкам не только хорошее настроение, но и частичку счастливого детства. Сима Аргун, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Запоминающийся праздник в честь Международного дня защиты детей устроила компания «Амобайл» для ребят с ограниченными возможностями реабилитационного центра «Сухума». Детей и их родителей пригласили в Абхазскую госфилармонию имени Раждена Гумба на концерт детской музыкальной студии «До Ре Ми». Затем праздник продолжился в детском развлекательном центре «Маяк». Подробности в репортаже наших корреспондентов. Накануне Международного праздника защиты детей один из дней ребят с ограниченными возможностями из реабилитационного центра стал весьма насыщен событиями. Национальный оператор связи «Амобайл» пригласил детей и их родителей в Абхазскую государственную филармонию на концерт детской музыкальной студии «До Ре Ми». Сам концерт тоже состоялся благодаря финансовой поддержке компании «Амобайл». Студия «До Ре Ми» основана 4 года назад и уже не раз выходила к зрителям со своей программой. Но, по словам руководителя Хиблы Мукба, к нынешнему выступлению перед сверстниками из реабилитационного центра юные исполнители готовились особенно тщательно. Сейчас идет концерт студии «До Ре Ми». Он посвящен Дню защиты детей. Мы желаем всем детишкам здоровья, крепкого здоровья. И очень надеемся, что зрителю понравится. После концерта сотрудники компании «Амобайл» повезли детей в развлекательный центр «Маяк». Тем самым главная цель компании «Амобайл» – устроить запоминающийся яркий праздник для детей – достигнута. Резвящаяся детвора на многочисленных аттракционах, радость и смех ребятишек – тому подтверждение. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Все эти дети для нас очень близки и дороги. Мы понимаем, что День защиты детей – это тот день, когда взрослые должны дарить подарки, дарить праздник. Но, на наш взгляд, больше всего в данном празднике нуждаются именно эти детки, детки реабилитационного центра. Мы очень рады подарить им вот эту небольшую радость сегодняшнего праздника. Мы надеемся, что этот день им запомнится как что-то доброе и светлое. Мы верим в то, что можно подарить каждому ребенку хоть небольшой кусочек счастья. Родители детей выражали слова благодарности сотрудникам компании «Амобайл» за подаренный праздник и радостные эмоции. Мне бы хотелось поздравить всех деток с таким замечательным праздником, пожелать им огромного здоровья, мамочкам терпения на долгие-долгие годы. Ко Дню защиты детей компания «Амобайл» организовала концерт в студии «До Ре Ми» и во Дворце культуры Тхуарчала. Для городской детворы подготовили праздничную программу. Амра Мичба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Хореографический ансамбль «Амсаб» из Тхуарчала под руководством народного артиста Республики Абхазия Родиона Бигвава занял первое место в международном конкурсе хореографических коллективов и танцевальных пар «Созвездие дружбы», проходившем в Сочи. Абхазские танцоры были награждены золотой медалью с присвоением почетного звания лауреата международного конкурса хореографических коллективов и танцевальных пар «Созвездие дружбы» Сочи-2016. Поездка на фестиваль состоялась при финансовой поддержке президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и администрации Тхуарчалского района. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 23-25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.